Продолжаем наш эфир. Вопрос сдачи анализов, наверное, очень актуальный, и через это проходил любой житель нашей Якутии, будь то подготовка, допустим, к школе у детей или сдача плановых медицинских осмотров. Об этом мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Михаил Андреевич Годков, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой медицинской помощи имени Склифосовского и президент Ассоциации Федерации лабораторной медицины. Доброе утро. Доброе утро. И Мария Александровна Егоровна, заведующая лабораторией Якутской республиканской клинической больницы, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике республики. Доброе утро. Ну, первый вопрос, наверное, вам, Михаил Андреевич, да, как гостю вы прибыли к нам на научно-практическую конференцию, которая пройдет в Якутске. Какие нововведения, возможно, будут обсуждаться среди врачей-лаборантов и вообще как шагает лабораторная медицина? Ну, на сегодняшний день лабораторная диагностика оказалась одним из самых передовых рубежей медицинской науки в целом. И сегодняшний уровень технологий, информационных в том числе технологий, позволяет получать фантастическое количество информации о каждом пациенте. Причем это в кратчайшие сроки. Я был, честно говоря, приятно удивлен. Я посетил 2 лаборатории в вашем регионе. Уровень оснащения, кадровый состав, понимание людей, что они делают и зачем они делают. И вот такой уровень цифровизации человека позволяет охарактеризовать его личное состояние. Это переход к персонализированной медицине, это новый уровень диагностики, но это и новый уровень профилактики заболеваний, предсказания возможности заболеваний. И поэтому я очень рад за ваш регион, за ваших коллег, которые могут оказывать такую высокую качественную медицинскую помощь. А вот на ваш взгляд, да, вот переход к цифровизации, когда мы можем видеть полностью весь спектр анализов человека, сам он может непосредственно в своем личном кабинете смотреть, да, вопросы скорости предоставления анализов. Вот сколько нам лет до этого счастья осталось? 5, 10, может быть, 1 год? Знаете, я считаю, что для вашего региона таких барьеров уже нет. На самом деле многие процессы определяются организационными особенностями. Нужно суметь организоваться, в том числе, кстати говоря, населению. Это население должно активно начать участвовать в этих процессах. Сейчас есть такой тренд в здравоохранении во всем мире. Демократизация медицины. Когда человек сам начинает следить за состоянием своего здоровья. Когда человек сам активно участвует в создании своего здоровья, а не просто пассивно ждет, а что ему скажет врач через год или через полгода. Каждый человек творец своего здоровья. Это и возможность активно прийти обследоваться, но это возможность активного здорового образа жизни. Спасибо. Мария Александровна, вот как раз мы сказали про сроки, да, что мы уже готовы, в принципе. А как становилась-то сама лабораторная служба у нас в Якутии и в Якутске? Лабораторная служба нашей республики начиналась в 1920 году. Уже как 99 лет в нашем регионе существует лабораторная служба. Она начиналась от 3 кадров. Сейчас у нас 900 с лишним кадров лабораторной службы. 60 клинической лабораторной диагностики и 30 микробиологических лабораторий. Какие спектры анализов сейчас можем проводить здесь, в Якутии, и в какие сроки? Спектр анализов, он такой же, как и во всей России. Делается у нас все, начиная от общих клинических исследований, заканчивая до молекулярной диагностики. Вот у нас сейчас активно развивается и генетическая лаборатория. Вот в этом направлении какие-то есть перспективы развития? Может, сегодня что-то будет обсуждаться и на научно-практической конференции? Сегодня генетическая лаборатория, она как отдельная структура у нас идет. Там он находится в РБ-1, Национальном центре медицины, и они развиваются. Что вот вы могли бы посоветовать людям, которые сдают анализы? Ведь порой подготовка к анализам, она, наверное, влияет очень много на конечный результат. Да, конечно. Самое главное, если сдается кровь, да, тогда пациенту надо заранее, чтобы был легкий ужин, пришел натощак, рано утром, сдавал анализы в лаборатории. А вот есть какие-то анализы, где погрешности в диете, допустим, они особо не повлияют на результат, что можно сдать, допустим, в обед или вечером, как сейчас многие частные клиники предлагают, и население как-то, может быть, с настороженностью относится к этому? Нет, лучше сдавать с утра натощак. Все-таки натощак? Да.
Михаил Андреевич, вот сегодня на данном форуме вы поднимать какие темы будете в первую очередь для наших врачей? Ну, конечно, это вопросы повышения квалификации врача. Как я уже сказал, большое количество результатов, но нужно трактовать, нужно понять, а что мы получили. За каждой цифрой мы должны видеть конкретного человека с его конкретным состоянием. Что еще очень важно, у вас национальная республика, своими национальными особенностями не только традиции образа жизни, но и генетическими особенностями, о которых вы сказали. И если необходимо, например, подобрать донора для донора органа или донора кроветворных клеток, то, конечно, подбирать надо среди своей этнической группы. Это более правильно. И создаваемая лаборатория, то, о чем сказала коллега, позволит решить эти вопросы. Это очень важно. И сегодня мы это будем обсуждать. Очень важный вопрос, вот вы сказали, подготовка пациентов. Вообще этап доаналитический один из важнейших в лабораторной диагностике. Спасибо большое, дорогие коллеги, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачного проведения сегодняшней научно-практической конференции, новых достижений, чтобы действительно лабораторная диагностика она шагала семимильными шагами.